AC/DC Tech, так называется сегодняшний форум инноваций в энергообеспечении. Главные акценты нынешнего 2024 года — безопасность и стабильность электросети. О главных вызовах в большом утреннем интервью Домской площади сейчас поговорим с главой правления Sadalas Tīkls Sandisam Jansonam. Доброе утро, labrīt, и esiet sveicināti mūsu studijā. Labrīt, jā. От первого лица. Итак, о безопасности электросети. Скажите, вносят ли какие-то свои коррективы в этот вопрос нынешняя геополитическая ситуация и, в частности, война России в Украине, когда объектами агрессии все чаще становится система электроснабжения от электростанций до линий передачи и трансформаторов на местах? Cik tālu attiecās uz sadalas tīkliem, tad varbūt mums šis apdraudējums ir nedaudz mazāks nekā augstsprieguma tīkliem. Ja, jo skatoties arī, kas notiek Ukrainā, tad pamatā cieš, protams, augstsprieguma tīklu un augstsprieguma apakšstācijas. Bet arī mēs ļoti nopietni un atbildīgi attiecamies uz savu infrastruktūru. Un līdzīgi kā pret dabas apstākļiem, arī pret ģeopolitiskiem apdraudējumiem, mēs aizvien vairāk un vairāk izpildām mūsu tīklu gan dabas drošā izpildījumā, gan arī pret trešajām pusēm. Respektīvi, rokam kabeļus, būvējam tīklu zem zemes. Ja? Un, protams, arī, kas attiecās uz visiem IT drošības risinājumiem un tā tālāk. Обо всем подробнее поговорим, но, как в самом начале нашего разговора заметил утренний гость, угроза инфраструктуре Sadalas Tīkls несколько меньше, чем, например, высоковольтным линиям электропередачи, что, кстати, показывают нынешние события в Украине. И, тем не менее, предприятие Sadalas Tīkls уже сейчас много работает над вопросом обеспечения безопасности. Ну, не все детали, согласитесь, нужно и можно раскрывать в эфире. И, тем не менее, скажите, насколько проактивно латвийские энергетики работают над вопросами безопасности и минимизации последствий пресловутого часа Икс, о котором сейчас порой говорят политологи и политики? Pirmkārt, jau katram pašam par sevi arī jāparūpējās, ja, un jābūt drošam. Un tas, ko mēs Sadalas tīklos esam izdarījuši, mums ir pašiem savu zemesardzes vienību. Ja. Tad esam gan patriotiski noskaņoti, gan arī gatavi X stundā paši savus objektus arī aizsargāt. Ja. Tā ir lieta, ko mēs esam izdarījuši, ja, un tā kā arī sekojam līdzi, sadarbojamies arī ar valsts struktūrām un zemesardzi, ejam kopsolī. Sūdzēties nevaram, esam lietas kursā un paši arī domājam pie savas drošības. Ja. То есть смотрите дальше, и, как только что прозвучало, каждый должен позаботиться о себе. Что касается Sadalas Tīkls, то у предприятия уже сформирован собственный отряд Zemesardze, который в случае, если вдруг тот самый час X, позаботится о функциях охраны, обеспечения безопасности, в том числе и инфраструктуры. Хакерские атаки в отношении объектов энергоснабжения тоже не сбрасываются со счетов, и, возможно, такие попытки вмешательства были зафиксированы здесь, в Латвии? Jāatzīst, ka pēdējos laika posmā viņi bijuši mazāk, bet tieši kara sākotnē... Меньше, но были, да? Kara sākumā bija gadījumi, kad mājaslapas tika torpēdētas un tā tālāk. Jā, Но, учитывая то, что вот как торпедировалась домашняя страница, были и более серьезные попытки вмешательства. Paldies, ka mūsu sistēmas ir drošās sistēmas. Мне кажется, этот момент не нуждается в переводе. Во всяком случае, оптимистичный ответ на этот вопрос очень многое значит. Скажите, вы уже отметили, что безопасность в разных сферах — это забота, в том числе и каждого отдельно взятого человека. Собственный генератор, например, на даче, в сельском доме. Это диверсификация риска? Стоит об этом задуматься? Man ir ģenerators laukumā, jā. Потому что вы энергетики. Jāatzīst tas, ka mēs redzam ne tikai no ģeopolitiskās, bet arī no dabas un laika apstākļiem. Ja. Pagājušajā gadā mūsu brigādes gan arī nedēļu strādāja Igaunijā un palīdzēja igauņu kolēģiem novērst
bojājuma sekas. Ja, tā kā, tur bija pat ciemati nedēļām bez elektrības. Ja, tā kā tie gadījumi var būt. Ja. Mēs, protams, arī cenšamies būt efektīvi un ātri, bet visas dabas kataklizmas un katastrofas tu nevar paredzēt. Ja. Tā kā drošāk, protams, ir, ja tev ir pašam savs kaut kāds avots, ja. It sevišķi, ja tie procesi tiek nodrošināti, mēs esam elektrificējušies aizvien tālāk. Siltumsūkņi, centrāla apkures sūkņi, jo, ja mēs paskatāmies gadus, teiksim, 10, 20 atpakaļ, nebija nedēļa elektrības, neko, ja, dzīvojam, ja, tad šodien, ja mums гаджеты недорбояс. Конечно, количество потребителей электроэнергии в домах, в квартирах в разы возросло, и, как только что отметил господин Янсенс, с точки зрения, например, недавних бурь и вообще непогоды генераторов в собственной недвижимости, это то, о чем стоит подумать, потому что службы энергетики пытаются оперативно устранять все проблемы, но далеко не всегда это получается. Вы уже затронули вопрос бурь, сильных ветров. Это то, с чем мы сталкиваемся практически каждый год. И кажется, что с каждым годом таких вот непогодных или погодных ЧП становится все больше. И порой даже приходят сообщения о десятках тысяч обесточенных объектов. Вы только что упомянули Эстонию, когда там еще более массовыми были эти проблемы, и нашим энергетикам приходилось идти на помощь нашим северным соседям. Скажите, это неизбежность, с которой придется считаться и в будущем, или все же есть какие-то технологические решения, которые позволят со временем хотя бы минимально минимизировать риск вот этих самых природных катаклизмов в энергетике? Mēs varam gandrīz 99% nodrošināties pret dabas katastrofām, ja viss kabeļu un gaisvadu izpildījums ir zem zemes vai, kā teikt, drošs pret laika apstākļiem. Ja. Uz to mēs ejam. Mums uz doto brīdi 63% no mūsu līnijām ir kabeļu izpildījumā. Uz 2030. gadu mēs plānojam visu zemspriegumu pārveidot kabeļu izpildījumā. Ja. Tas nozīmē, ka krītošs koks vai sniegs vai vētra фактически viņu неетекме. То есть это означает, что к 2030 году все кабели, все линии уйдут под землю, да? Нижневолточный. Но, тем не менее, то есть на 99% можно обеспечить себя, идя в этом направлении. И на сегодняшний день тоже прозвучала конкретная цифра. 63% таких линий уже сейчас оказались под землей, и это вселяет надежду, что в тех местах, в тех регионах бурю можно ожидать с легким сердцем. Скажите, mēs uzturam arī ļoti operatīvu un profesionālu komandu, kas, ja notiek šīs vētras un negadījumi, tad mēs ļoti operatīvi cenšamies viņus novērst. Ja? Un tas jau būtu pat tāds nosacīts, pat gandrīz kā eksporta prece, ja, ko jau kā teica, ka mēs pagājušajā gadā diezgan daudz palīdzējām mūsu ziemeļu kaimiņiem. Ja. Ну и как только что прозвучало, залог успеха — это команда профессионалов, тех самых энергетиков, тружеников, которые 24 часа в сутки, а порой, кажется, и намного больше, реагируют на обрывы, на отключение трансформаторных подстанций, на все ситуации, когда просто был свет, и его и нету. И, как только что отметил господин Янсенс, это в том числе и экспортный товар в контексте уже упомянутой непогоды в Эстонии. Скажите, вот этот компонент безопасности не вынуждает ли в сегодняшней ситуации, когда все смотрят на бюджет в сторону Министерства финансов, а там очень хмуро смотрят в ответ, что касается бюджетных средств. Не вынуждает ли это задуматься о пересмотре платы за услуги Sadala Stickles в каком-то обозримом будущем? Mēs kā ļoti lielu palīdzību un resursu skatāmies uz Eiropas fondu naudām.
Un mēs jau šodien apgūstam diezgan lielus līdzekļus no Eiropas struktūra fondiem, kas faktiski aiziet šo investīciju sekšanai. Ja? Tā kā budžets, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums, bet ja mēs varam dabūt Eiropas fondus, kurus investēt mūsu infrastruktūrā, tas ir droši vien pareizais risinājums. Un šeit nav jautājums tikai par... Сложно, но в плане ответа на этот вопрос вы смотрите больше на европейские средства, чем на кошельки и карманы налогоплательщиков здесь, в Латвии, потребителей электроэнергии, и частных, и крупных. Jā, un šeit ir būtiski arī tas, ka mums jāskatās ne tikai, kā mēs uzlabojam esošo tīklu, drošību un arī kvalitāti, bet arī ejam uz priekšu, jo mēs redzam, ka elektrifikācija, tas ir faktiski viss šis zaļais kurs, saules paneļi, vēja turbīnas un visa šī sarežotā elektroenerģija jāpieņem pie mums tīklā, kaut kā jāsaprot, kā mēs viņu... То есть это комплексный вопрос, это не только геополитика, но это еще и развитие, появление зеленых источников, интеграция их в нынешнюю сеть, и это сложный, но решаемый вопрос. Кстати, о новых источниках зеленой энергии. Я помню, что буквально на днях на открытие новой, крупнейшей в Латвии, под Даугавпилсом, условно говоря, солнечной электростанции или парка солнечных генераторов, министр энергетики Каспарс Мелнис уверенно сказал, что за солнцем наше будущее. И в том числе благодаря таким вот объектам уже сейчас в Латвии средняя цена 1 киловатта электроэнергии примерно составляет 9 центов, а в будущем в министерстве посчитали, что она может уменьшиться почти наполовину и составить почти 5 центов. Вы удивлены или вы тоже отмечаете такую тенденцию, что цены идут вниз? Es būtu pat optimistiskāks. Ja? Даже более оптимистичен, чем министр? И готовы назвать цифру? Меньше, чем 5 центов. Jā, nākošajā gadā vasarā, kad spīdēs saule, cena bieži vien būs 0. Kad spīdēs saule... Именно в те дни, когда светит яркое солнце, да? Jā, в эти дни будет 0. Časi. И часы. Jā, un tas ir būtiski, jo šī izkliedētā ģenerācijā viņai ir tas, kā teikt, pluss un mīnus, tas, kad viņas vai pūš saule, spīd saule vai pūš vējš, cenas būs ļoti, ļoti zemas. Mēs jau šodien redzam, ka jaudas saules parkiem, kas pieslēdzās pie sadales tīkliem, uz šo dienu jau sasniedz pusi no mums patēriņa jaudām, kas ir nepieciešams. То есть солнце вырабатывает половину необходимой сегодня латвийской электроэнергии. Spīd saule vasaras dienā, jā. Un nākošajā gadā mēs prognozējam, ka viņš varētu sasniegt pat 100%. Ja, tā kā tad, kad spīdēs... С оговоркой, что это солнечный день, да? Jā, и jā. с оговоркой, что это в определенные часы. Кстати, уже сейчас мы видим минус, и многие уже привыкли к тому, что именно в эти часы нужно включать все, что только можно. Стиральные машины, насосы и так далее. Bet būs arī bez vēja tumšā janvāra nakts augstā, kad nespīdēs nec saule, nec pūtīs vējš, un tad cenas droši vien būs augstas. Ну, мы помним, когда энергия стоила чуть ли не 3 евро. Были такие часы. Ну и последний вопрос. С крупными парками солнечной энергии все ясно. Скажите, а какой вы видите ситуацию с панелями на крышах частных домов? Потому что сегодня кажется, что это просто какой-то фестиваль. Все соревнуются перед соседями, у кого больше, шире, круче это оборудование. Следует ли частникам столь же эффективно гнаться за своей солнечной энергией? Не станет ли это каким-то таким неподъемным пузырем в будущем для многих, с учетом того, что вот вы только что сказали, что у нас все чаще будут те дни и часы, когда электроэнергия будет не стоить либо ничего, либо с небольшим знаком минус. Jā, uz doto brīdi pie sadales tīklas ir pieslēgta vairāk kā 22,000 mājsaimniecību, kas paši ražo elektroenerģiju ar saules paneļiem. Jā, tā kā šis skaitlis ir milzīgs. Pēdējā 22 тысячи, оно, наверное, увеличивается с каждым днем. Jā, bet šeit ir būtiska iezīme, ka ar 1. māju beidzās neto uzskaites sistēma, kad varēja nodot киловатт-сtundas tīklā un киловатт-stundas paņemt atpakaļ. Beidzās То есть это те нюансы, которые следует знать владельцам таких панелей, на каких условиях они отдают эту энергию и на каких они получают эту электроэнергию потом. Об этом мы тоже много рассказывали. Вы считаете, что этот порядок может замедлить процесс установки таких? Es domāju, ka tas piesātinājums jau ir radies, un tur tāda zināma lejupslīde ir neizbēgama. Jā.
Здесь мы поставим многоточие, потому что хотелось бы еще и об энергии ветра поговорить. Очень много тем, и я надеюсь, что я уговорю вас снова прийти когда-то сюда в студию, обсудить их столь же детально и столь же оптимистично, я надеюсь. Большое спасибо, господин Янсенс. Paldies. Paldies jums. Утренним гостем Донской площади сегодня был глава правления Sadala Steikls Андис Янсенс. Напомню, что эти и многие другие большие интервью нашей программы позднее смотрите в YouTube, канал Латвийское радио 4. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Будьте с нами. Донская площадь. С добрым утром!